Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатульной. Вот о чем сегодня расскажем. Последствия ночной грозы в Татарстане. Джип-то плывут, конечно. Где дороги стали реками, где провалился асфальт, а где сорвало крыши. Заболеваемость по ковид снизилась, но и темпы вакцинации замедлились. По сравнению с осенью прошлого года, конечно, народу идет на вакцинацию меньше. Почему, есть ли угроза роста заболеваемости, узнавал Рамиль Шайдулин. Пополнение продолжается. Добровольно поступил по патриотическим чувствам. Как в республике формируется добровольческий батальон «Алга», узнал Дмитрий Аренин. Музыка под открытым небом. В Елабуге открылся международный фестиваль Бориса Березовского. Чем на этот раз удивит любителей классики столь значимый форум, расскажет Гульнара Миниханова. Атмосферный фронт, который прошел через Татарстан, доставил хлопот жителям республики. Мощные ливни обрушились на Казань, дождь шел всю ночь. Также сильный ветер валил деревья и столбы электропередач в некоторых районах Юго-Востока. В Казани после ночного потопа ливневки на улицах Шаляпина, Ботаническая, Дубравная и на проспекте Победы очищали полдня. Во дворах на улицах Амирхана и Мусина образовались озера из дождевой воды. Из-за скопления воды на проезжей части были задержки трамваев нескольких маршрутов. Без электричества остались поселки Чебакса и Константиновка, где сильным ветром оборвало линии. В Усадах молния попала в столб освещения. В Азнакаево ветер поломал опоры электроснабжения. За минувшие сутки в Казани выпало 13 миллиметров осадков при месячной норме 62. Также ряд улиц затопило в Нижнекамске. В Зеленодольске на проспекте Строителей из-за ливня образовались провалы в асфальте, куда направились потоки воды. В Сармановском районе ураган повредил несколько жилых домов, сорваны кровли, искорежены заборы. По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Татарстане ожидается кратковременный дождь, потеплеет до плюс 29. На фоне повышения температуры воздуха, как не допустить возникновения лесных пожаров? Какие дополнительные меры сейчас нужно предпринять? Об этом сегодня шла речь на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Доме правительства. По видеосвязи его провел первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. С 6 июля на территории республики сложилась крайне неблагоприятная обстановка. Установился высокий 4-й класс пожарной опасности. Постановлением Кабинета министров с 8 июля были введены ограничения на пребывание в некоторых лесах. Сейчас из-за дождей уровень пожароопасности снизился, однако по прогнозам синоптиков впереди нас ожидает жара. Ситуацию нужно держать на контроле, заявили в правительстве. Я прошу всех руководителей муниципальных образований принять исчерпывающие меры по проведению противопожарных мероприятий в полном объеме, выполнению требований законодательных и нормативных актов как Российской Федерации, так и Республики, вопросы соблюдения пожарной безопасности, также контролировать готовность сил и средств к тушению лесных пожаров. Осенью районом организовать работу с собственниками по скашиванию травы по прилежащей территории лесному фонду. У нас эти данные есть, мы районом направим. У всех собственники земель имеются. Для профилактики природных и ландшафтных пожаров населению рекомендуют своевременно скашивать траву, очищать территорию от мусора, лесникам обновлять защитные полосы лесов, спасателям отработать вопрос оповещения жителей в случае возникновения ЧП. Также отремонтировать источники противопожарного водоснабжения, гидранты и проверить укомплектованность техники. На сегодняшний день уже установлено 398 шлагбаумов, перекрывающих дороги на опушках леса. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах организовано дежурство в подветственных учреждениях, усилено патрулирование в лесных массивах, организованы временные посты в местах массового посещения лесов в выходные дни. Спасатели нашли тело 48-летнего мужчины, который по предварительной версии выплыл с лодки и утонул. Все произошло у села Масловка Рыбно-Слободского района. Пустую лодку обнаружили в 50 метрах от берега. Сегодня днем тело погибшего обнаружили местные рыбаки. Отец опознал пропавшего сына. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. С начала купального сезона в республике утонули 26 человек, из них 7 – дети.
В Татарстане низкими остаются темпы вакцинации от коронавируса. В прививочные пункты в день приходят в среднем 30 человек. В больших поликлиниках цифра чуть выше. Хотя сейчас самое время для вакцинации. О предстоящем подъеме заболеваемости ковид к осени заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причина всему – новые варианты штамма омикрон. Увеличение числа заболевших, по ее словам, уже наблюдается в Москве. Рамиль Шайдуллин сегодня изучил, готовятся ли татарстанцы к эпидсезону. В стенах этого кабинета Лилия Гумерова не была больше полугода. Ровно с тех пор, как впервые привилась от коронавируса. Говорит, весной омикроном переболела в легкой форме. Решила еще раз, чтобы не было рецидива. Хочется быть здоровой. Таких, как Лилия, в 10-й поликлинике Казани мало. С утра и до обеда на вакцинацию пришли не более 20 казанцев. По сравнению с осенью прошлого года, конечно, народу идет на вакцинацию меньше. И хотелось бы, чтобы народу шло больше. И мы очень ждем, что народ пойдет. Потому что сейчас спокойный период в смысле заболеваемости. Каждый день на вакцинацию сюда приходят до 60 человек. В основном те, кто проходит повторную вакцинацию. Есть и те, кто вакцинируется в 3-й раз. И факт остается фактом. Почти нет тех, кто не вакцинировался ни разу. К сожалению, можно предположить, почему. У пенсионера Равиля Калимуллина ковид забрал 2 младших братьев из свояка. Были не привиты. Сам он вакцинируется каждые полгода. Спокойнее себя чувствую. Похожая картина и в поликлинике номер 18. Если в октябре и ноябре делали по 500 уколов только первого компонента и почти столько же второго, то сегодня вакцинировавшихся можно пересчитать по пальцам. Это в основном люди в пожилом возрасте. Пожилого возраста. Сколько примерно человек? В среднем? В среднем где-то 20-25 человек. Решил сделать и не стараюсь не пускать на самотек. Тем временем у многих татарстанцев давно подошел срок ревакцинации. Уровень коллективного иммунитета снизился до критической отметки. Уровень коллективного иммунитета по Республике Татарстан составляет всего лишь 10%. Этого крайне недостаточно для того, чтобы остановить инфекцию. И подлежит повторной вакцинации, которая проводится через каждые 6 месяцев, свыше 1 миллиона жителей Республики Татарстан. Не легче ситуация в целом по стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России возможна новая волна коронавируса. К резкому росту заболеваемости приведет появление новых вариантов штамма омикрон. Об важности информирования населения еще в начале недели на совещании в Доме правительства говорил президент. В целях недопущения обострения пандемии необходимо активизировать работу по вакцинации граждан. Видим, Турция, Италия, другие точки, где очень много туристов. Ситуация идет не в сторону стабилизации, а в сторону раскачки. Да, я привита. Жива-здорова. Мы не успели провакцинироваться, мы все переболели, у нас были антитела. У меня она не очень хорошо перенеслась, и поэтому я решила пока отложить, пока отпуск. В главной инфекционной больнице республики пока ситуация спокойная. По сравнению с зимним периодом доля больных с коронавирусной инфекцией заметно уменьшилась, сократилось количество отделений, куда госпитализируются больные с коронавирусной инфекцией. И на фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией мы регистрируем и другие инфекционные заболевания. В республиканском Минздраве подчеркивают, пока с ковидом госпитализированы только пожилые с сопутствующими заболеваниями, и большая часть была не вакцинирована. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань. Провести празднование 80-летия победы в Сталинградской битве поручил Владимир Путин. Юбилей предстоит в феврале следующего года. Президент постановил образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий. Это сражение изменило ход всей Великой Отечественной войны. В рядах бойцов были порядка 30 тысяч татарстанцев. В Татарстане продолжается комплектация добровольческого батальона «Алга». Сегодня со сборного пункта на службу отправилась очередная группа. В их составе и священнослужители. Напомним, для выполнения задач специальной военной операции в Татарстане формируются 2 батальона «Алга» и «Тимер». Подробнее о готовности к добровольной службе Дмитрий Аринин.
Военная форма, армейские ботинки, шлем, бронежилеты и другую необходимую амуницию получают все участники добровольческого батальона «Алга». Сегодня на сборный пункт прибыла очередная партия добровольцев. В их числе православный священнослужитель и помощник имама. В батальоне вместе с основной службой они будут духовно помогать сослуживцам. Добровольно поступил по патриотическим чувствам. В таких местах люди начинают верить в Бога, и как бы поддержка, она нужна, и даже элементарные какие-то молитвы не знают, а тут можно подсказать что-то объяснить. Надо молиться, и воин как раз думает о чем? Как выполнить боевую задачу. А когда есть батюшка, как раз можно возложить вот эту, наверное, нужное самое в это время, возложить молитвы. Перед тем, как подписать контракт, добровольцы прошли медосмотр и психологическое тестирование. В составе группы больше всего мужчин старше 35 лет, которые служили в армии. Помимо вещевого обеспечения от Министерства обороны, также наши военнослужащие по контракту батальона «Алга» получают от республики спальный мешок, перчатки тактические, балаклаву, рацион питания, жилет разгрузочный для ношения боеприпасов. Далее налокотники-наколенники, которые очень помогают им. К снабжению добровольцев присоединились татарстанские меценаты. Так один мужчина купил 2 квадрокоптера. Они позволят вести видеонаблюдение на большом расстоянии. В целом, как отмечают, формирование идет по плану. Республика будет поддерживать наших добровольцев на протяжении всей службы. Сейчас везем то, что они просят, и предметы хозяйственного обеспечения, компьютеры, квадрокоптеры. Соответственно, то, что они сейчас просят, и будем налаживать отношения добрые с командованием батальона для обеспечения, чтобы наши татарстанцы достойно выглядели так, как и в вопросах боевого слаживания при подготовке к ведению тех задач, которые им будут поставлены, так и, соответственно, потом далее. Сначала наши добровольцы отправятся на полигон, где будут проходить занятия. В плане физическая, тактическая подготовка, стрельба и метание гранат. То есть весь цикл, чтобы овладеть навыками для выполнения боевых задач. Дмитрий Арин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сразу 4 семьи в Камском Усте остались без жилья. В их доме случился страшный пожар. Дом на Полевой был многоквартирным. После огня уцелели лишь стены. Семьи пока нашли приют у родственников. Как оказалось, не у всех квартиры были застрахованы. Сейчас, чтобы восстановить жилье, им нужно как минимум 1,5 миллиона рублей. Почему власти готовы выделить лишь по 50 тысяч и как можно помочь? Репортаж с Ириной Сахаповой. Стены надо все разобрать, полы надо все разобрать, окна вон вообще нет, перегородок тоже вот. Все нажитое Люцины Ишановой сгорело за пару часов. Пенсионерка жила здесь со своей внучкой, которая приехала на каникулы. Жертв, говорит, удалось избежать только чудом. Мы как раз в огороде были. Я побежала домой за документами. Документы не могли уже зайти. Там уже невозможно было зайти, везде пламя. Ладно, еще у меня внучка с собой была, если бы она бы дома осталась за 5 минут, я бы ее не могла спасти. В доме на 4 квартиры проживали семьи Юсуповых, Ишановых, Казаевых и Хафизовых. Сейчас у всех одно общее горе. Очагом возгорания стала вот эта баня. Альбина Хафизова, как обычно, затопила печь и ненадолго отошла по своим делам. Когда вернулась, все уже полыхало. Сейчас от этого места остались лишь стены, покрытые сажей, и металлическая печь. При открытии двери мне попал ударной волной огонь на лицо. Пострадало вот у меня лицо, рука. Детям я крикнула: открывайте окна, и мы через окно побежали в огород. Мы живем сейчас у родителей, у меня 2 детей. У людей мы тоже жить долго не можем. Квартиру в доме Хафизовой купили только в прошлом году. Ипотека застрахована. Сейчас они ждут оценщика со страховой компании. А саму квартиру Альбина застраховать не успела. Сейчас на восстановление 4 квартир нужно 1,5 миллиона рублей. Нужна новая крыша, окна, коммуникации, двери, мебель. У простых сельчан таких денег нет. Пожалуйста, помогите, кто сколько может. Семьи обратились в администрацию района. Просят поддержать как материально, так и временным жильем. По 50 тысяч каждой семье наша помощь. Это от администрации района. Также мы провели совещание с предпринимателями, со строителями. Наша задача в первую очередь это сделать ремонт, это крыши, восстановить жизнеспособность, так скажем, дома, чтобы люди не остались без крова, и в зиму они
смогли жить в этих своих квартирах. Сегодня закуплено уже железо на крышу, привезли доски на обрешетку. Сейчас мы стропила закупаем, то есть вот одна фирма уже завтра привезет. Также в районе открыли сбор помощи семьям погорельца. За пару дней поступило 100 тысяч рублей. Но это лишь малая часть необходимой суммы. Сейчас жители рассчитывают на помощь неравнодушных. Номера телефонов семей вы видите на экране на протяжении этого репортажа. Сирина Сахапова, Олег Мыльников, ТНВ, Камско-Устинский район. Законных оснований для раздельного сбора мусора в республике нет. Арбитражный суд Татарстана признал правоту монопольного регоператора, который отказал одной из компаний в раздельном сборе ТКО. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Парламентарии Татарстана и Оренбургской области обсудили организацию одноуровневой системы местного самоуправления. Совместное заседание с участием депутатов Госсовета Республики прошло в городе Абдулино-Оренбуржье. Здесь эта модель муниципальной власти действует уже 10 лет. Напомним, в минувшем году Госдума начала федеральную реформу, по которой одноуровневая система будет введена по всей стране до 2028 года. Сейчас в Татарстане двухуровневая система. Как отметили, нововведение поможет выровнять уровень жизни городского и сельского населения. К примеру, в Оренбургской области расширились возможности получения грантов для фермеров. Все-таки переход к одноуровневой системе он сегодня назрел. И с этой точки зрения нам было интересно посмотреть, тем более, что здесь это не первый год, а уже на протяжении целого ряда лет ряд округов работает. Сегодня журналисты Татмедиа отметили первый медиа-сабантуй и посвятили его 15-летию общества. Оно было образовано указом первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Сегодня это крупнейшая региональная медиакомпания республики, которая насчитывает 65 филиалов во всех районах и городах. Как отметили праздник, увидела Алия Харудинова. Настоящий сабантуй развернулся сегодня на Сабинском майдане. Гармонисты проходят круг почета и собирают подарки. Их привезли журналисты. На Майдане сотрудники всех 65 филиалов Татмедиа, а это более 1600 человек. Многие с фотоаппаратами, диктофонами и камерами. Это уже в крови. Обязательно запечатлеть увиденное. Этот праздник первый раз. Сабантуй журналистов. Лично отдыхаем, красивая погода. Мы очень довольны. Мы так-то видимся, если только на учебе, а здесь уж видимся, своих одногруппников встречаем. В медиаресурсе Татмедиа 98 газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиостанций, 79 сайтов. Они издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. Это большой ресурс в вопросах сохранения родных языков и культурного наследия народов республики, говорит Марат Ахметов. С первых дней начала работы нашей комиссии мы постарались с каждым изданием, каждым источником, каждой аудиторией именно найти общие какие-то проекты, которые могли бы серьезно повлиять на сохранение и развитие языка, поскольку ни от кого скрывать не будем. У нас духовные потребности, высокие потребности на собственный родной язык, он не присутствует. Поэтому вот этот вакуум мы должны были разными путями пытаться его наполнять, изменить отношение людей, а это без средств массовой информации практически невозможно. Одно дело помочь, другое дело, чтобы это было в пользу, да? Главный результат к юбилею – сохранение объемов подписки, говорят руководители Татмедиа. Пути развития районных и городских СМИ обсуждали на круглом столе. Если раньше ежегодно спрос на газеты и журналы падал на 10-15%, то в этом году он снизился лишь на 3%. Во многом помогли республиканские гранты. При поддержке комиссии по сохранению и развитию родных языков в этом году было выделено 50 миллионов рублей. Это позволило создать 66 новых проектов. Направление, в котором мы работаем сегодня и хотим развиваться, это показывать людей, которые живут среди нас, и больше показывать, как события, которые происходят в мире, в России, в стране, отражаются в их жизни, и как они ее воспринимают, и вот именно через людей давать новости. Наличие вот такой единый большой организм позволяет в сегодняшних условиях повышения, например, бумаги, повышение тарифов, каких-то сложных вещей. Повышает вместе в одной семье жить и решать эти проблемы. Марату Ахметову рассказали, Татмедиа сейчас разрабатывает новые проекты. Это будет интересный для татарстанцев контент. Он станет еще одним шагом к развитию национальных СМИ. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Сабинский район.
В Казани прошел финал конкурса красоты и успешности «Миссис Татарстан» для семейных женщин. Обладательницей титула второй вице-миссис Татарстана стала наша коллега, журналист, продюсер авторских программ на ТНВ Алина Мингалеева. На конкурс она пришла, чтобы представить свой социальный проект о помощи детдомовцам, которые пока не смогли обрести новую семью. О том, что из себя представляет проект и как Алина растопила зрительские сердца, в следующем материале. Селина, иди ко мне! Так Алина Мингалиева встречает свою дочь из садика. На улице ее ждут еще 2 детей. Большая и дружная семья – источник энергии, говорит мама. Мои дети – это мотиватор мой. Я сворачиваю горы с ними. Нужно найти крупный кадр, где она улыбается. Дети окружают Алину и на работе. В утренней программе «Здравствуйте» нашего телеканала вот уже 5 лет она ведет и продюсирует рубрику «Забери меня, мама». Цель – рассказать о детях-сиротах и найти им семьи. На конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан» наша коллега пришла, чтобы рассказать о своем новом социальном проекте. Помочь детдомовцам, которые не могут обрести семьи. И это малыши с отклонениями в поведении и ограниченными возможностями здоровья. Таких в республике больше 100. Из них семью обрели только 52 ребенка. Мы хотим создавать мастер-классы в детских домах, привозить шеф-поваров, готовить простые, но вкусные блюда с детьми, обучать их ногтевому сервису, шить какие-то вещи, чтобы, когда они уходили из детского дома, у них были какие-то навыки, чтобы это помогло им выбрать профессию. Творческий номер конкурса Алина также посвятила проекту. В паре с маленькой Камилой она исполнила танец ангелов. В образе крылатого спасителя Алина показала гостям чувство ребенка, попавшего в приют. Она была в детском доме, и сейчас она счастлива. И мы хотели зрителю рассказать эту историю маленькой девочки, которая мечтала о маме, и вот она ее обрела. Номер тронул сердца зрителей. Они единогласно вручили ей не только титул второй вице-миссис Татарстана. Она стала и миссис зрительских симпатий. Сейчас Алина готовится представить свой проект в Москве на конкурсе «Миссис Россия». Сирина Сахапова, Аделя Закирова, Адель Миндубаев, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Елабуга на 4 дня окунулась в мир музыки. Здесь начались летние вечера в Елабуге. Международный фестиваль классической музыки пианиста Бориса Березовского, который по традиции проходит в формате Open Air. Это уникальная возможность для жителей города и гостей послушать музыку уровня больших концертных залов в неформальной обстановке. Какую программу на этот раз привезли московские музыканты, в сюжете Гульнары Минихановой. На Шишкинских прудах в Елабуге звучит вальс Шопена. За роялем выдающийся пианист Борис Березовский. Каждый раз музыкальный инструмент привозят из Москвы специально для этого концерта. В этом году маэстро собрал в Елабуге талантливых отечественных музыкантов из столицы России, Алтайского края и Татарстана. Международная составляющая в этом году отсутствует. Но, знаете, я, в принципе, патриот. Я считаю, что у нас все есть для счастья, музыкального в том числе. Конечно, хочется, чтобы это было международно, и он и будет международным, я думаю, что в следующем году уже. Первый день фестиваля посвятили 190-летию известного художника Ивана Шишкина. Под классические ноты моросил дождь, но это не остановило концерт. Напротив, создалась особая атмосфера гармоничного единения с природой. Некоторые елабужане и гости фестиваля заняли места на лужайке за 2 часа до концерта. Многие принесли с собой теплые пледы, зонтики и даже стулья. У нас будет незабываемое впечатление, да, я даже в этом не сомневаюсь. Откуда приехали? Сергиев Посад, Московская область. Мы из Челнов набережных, у нас целая компания, вот вокруг все это наша компания. И мы каждый год обязательно ездим сюда. Они к нам приезжают не одни и не всегда одни и те же. Вообще шикарно.
Вообще спасибо большое всем организаторам. С 2018 года фестиваль проходит при поддержке президента республики. И за эти годы организаторам удается пригласить на площадку профессиональные коллективы и знакомить как можно больше татарстанцев с их музыкой. Огромное хочу спасибо сказать нашему президенту республики за поддержку. Из года в год республика нам помогает проводить этот фестиваль. Такого фестиваля у нас больше нет, и мы 4-й раз это говорим, не появляется ничего подобного. И это настоящее чудо и очень дорогой подарок. Люди уже понимают, что здесь звучит великая музыка, что здесь самые яркие исполнители, что больше, кроме этого, вряд ли они где-то еще смогут вот так вот насладиться этой высокой культурой. В этом году в программе Вятский симфонический оркестр, камерный оркестр Игоря Лермана, Государственный камерный хор Татарстана, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин». На сцене будут блистать и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Концерт на Шишкинских прудах будет звучать еще 3 вечера. Уже 15 июля вечером белобужане и гости города смогут послушать музыкальную программу, посвященную Марине Цветаевой. В завершении музыкальной части всех присутствующих ждал яркий сюрприз. На Шишкинских прудах прошло лазерное шоу под музыку. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Елабуга. В завершении программы предлагаем посмотреть, как в Казанском парке «Черное озеро» отметили народный марийский праздник «Древо жизни». А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. В студии Гульшат Гельмулина. Приятный сюрприз от Данил Мастер. 5% скидка на заказ любой корпусной мебели до конца июля. Порадуйте себя новой кухней или шкафом-купе. Записывайтесь на замер по телефону 2 167 166. А теперь о погоде. В Татарстан вновь возвращается жара. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо очистится от облаков, осадки не ожидаются. Потеплеет до 26 градусов. Заметно теплее станет и в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, без осадков и сильных порывов ветра. Днем ожидается 27 градусов выше нуля. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши ясная погода. Осадки прекратятся. Температура повысится до 26 градусов тепла. В Арске, Кукмаре, Балтасии установится комфортная теплая погода. Днем около 27 градусов выше нуля. В Болгаре, Доржаном, Буинске аналогичная картина. Ясно, без осадков и тепло. Около 26 градусов. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше днем температура повысится до 27 градусов тепла. Без осадков. В воскресенье будет очень тепло и без осадков. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Надоело щуриться и напрягать глаза? Выход есть. Весь июль. Очки для зрения на заказ всего за 1190 рублей. Корд Оптика. Федеральная сеть салонов «Корд Оптика» более 24 лет заботится о зрении татарстанцев. Весь июль в салонах «Корд Оптика» клиенты могут бесплатно проверить зрение и заказать очки за 1190 рублей. В столице нашей республики в субботу будет ясно и без осадков. Ветер западного направления слабый. Ночью ожидается 18 градусов тепла. Днем температура повысится до 26 градусов выше нуля.
Атмосферное давление в пределах нормы 755 мм ртутного столба. Влажность воздуха понизится и составит 49%. Магнитное поле Земли спокойное. Лето приблизилось к своему экватору. Впереди еще целых 1,5 месяца тепла и ярких красок лета. Наслаждайтесь каждым днем. Всего доброго!